Уважаемый генерал, у меня просто просьба от медиков, да, по оснащению, медоснащению наших военных это и погранцов касается, и вообще военнослужащих на поле боя, да. Я просто вам хочу зачитать. 80% осколочных и пулевых ранений приходится на конечности. При ранении конечности, повреждении сосуда среднего калибра у солдата 2 минуты, чтобы наложить себе жгут и остановить кровотечение. Иначе погибнет от потери крови. У каждого бойца должно быть по 2 тактических турникета, без них горячую точку просто не пускают в современном мире. Это как без патронов отправить в бой. Далее подбегает военный парамедик, накладывает кровоостанавливающие повязки, разворачивает тактические носилки, эвакуирует раненого с поля боя, попутно ставится внутрикостный доступ специальными иглами, вливается жидкость и тем самым вытаскивает из шока. Это в современных армиях. К сожалению, ребята получают информацию изнутри от наших военнослужащих, что у них старые Советского Союза периода турникеты, жгуты, все самое-самое старое оснащение. У меня большая просьба, пересмотрите, пожалуйста, ушуну. Азыр деген волонтерлор алып берип атышат, бирок волонтерлор деген мынча миллион каражатты алышпайт. Бүгүнкү күндө жакшы кырдаал болуп атат, Баткен чоң себепкер болуп туруп, биздин армиянын толук медициналык жактан полностью переоснащениясын карап чыксак болот да кайра. Комитеттер алып келсеңер, бир да жолу биз пограничниктерге, аскер кызматкерлерине, УКМК, МВД бир да жолу каражат жагынан жок деген жокпуз да. Пересмотрите, пожалуйста. Вот в этом плане мы отстали на 200 лет, на 100 лет точно. Надо нам именно по медицинскому оснащению пересмотреть. Чоң сураныч, буну парламенттен канча жолу бүт коллегалар айтып чыкты, биз да айтып атабыз, Баткенге баргандар дагы именно военнослужащий жактан айтылып атат. Парламенттен кандай жардам керек болсо, пожалуйста, кайрылыңыздар. Мен ойлойм, төрага баш болуп, жаңы шайланган төрага баш болуп, депутаттар колдоп беребиздер. Рахмат. Это пожелание. Спасибо. Рахмат, эске алабыз.